Итак, друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня вы увидите еще один способ производства клинка из кричного железа. Я расковал крицу на мелкие пластины толщиной 2-3 мм. Главная цель этой операции — вычистить шлаки. После долгих часов очистки я выкладываю пластины на лопаточку. Лопаточку можно сделать из любой железяки. В моем случае это обычная арматура. Главное, чтобы лопаточка была не более 2 мм. Выкладывать пластины нужно так, чтобы между ними было как можно меньше воздуха. Процесс занимательный, как собирать мозаику. Посыпаю бурой, чтобы мелкие пластины при нагревании приклеились друг к другу. Заматываю все бумагой и закрепляю малярным скотчем. Затем стягиваю все стальной проволокой без особого фанатизма. Дальше процесс ковки. Доводим пакет до сварочной температуры и куем аккуратно молотком, чтобы части не распались. Убираем стальную проволоку. Когда все части сварились, можно ковать уже на пневмомолоте. Вначале куем, конечно же, только плашмя, без боковых ударов. После же остывания пакета нужно сточить торчащие бока и убрать окалину с верхней части пакета, потому как мы будем сваривать именно этой стороной. Со стороны лопаточки тоже убираю металл, но не полностью. В процессе нагревания оставшаяся часть просто сгорит. Намечаю линию прогиба болгаркой со стороны лопаточки, затем складываю пакет, посыпаю бурой и дальше кую. Когда пакет становится более монолитным, его можно уже подвергать боковым ударам.
Опять счищаю окалину и складываю пакет. В процессе ковки я добавляю в буру чугунный песок. Чугун взаимодействует с крицей и добавляет немного углерода. Тут я разделил пакет на 4 части и соединил рандомным образом. Этот пакет я не боюсь перегревать до искр, так как углерода добавляет чугун. Отрезаю все непроваренные части и кую заготовку под клинок. На этом основная часть работы завершена. Дальше ручная ковка и слесарные работы. После травления клинок выглядит так. Очень красиво.
Деревянную вставку для ножен изготавливаю с помощью этого же клинка. Это своего рода тест, иногда выявляются слабые стороны, но в этот раз все хорошо. Пропитываю кожу воском и готово. Нож искрится имеет свойство углеродки, за ним нужен уход. Люди заказывают такие ножи не как рабочие. Для этих целей больше подойдут ножи из марочных сталей, а больше для души. Но это не означает, что нож декоративный. Напротив, в некоторых моментах он будет даже лучше. Любите ножи и до новых встреч!